И ситец, он такой простой-простой, да непростой, да. Как носили ситец наши бабушки, прабабушки и дальше, да, они наслаивали. У них никогда не было одной рубашки. У них был подъюбник, наюбник, еще наюбник, панева, на паневу сарафан, на сарафан душегрея, телогрея, да. Нужно было создавать слои, чтобы было, пока не было шерсти, чтобы было тепло. И они с этим справлялись успешно, потому что хлопок, он очень гигроскопичен, он держит как холод, не дает тепло отдавать холод, так и не жарко, в нем ни жарко, ни холодно. То есть он холод не пропускает, а тепло выпускает. Поэтому наслаивая, они создавали вот те самые пирожочки, капустки, и им было тепло. И за счет этого ситец очень красив был, да, в нарядах. Мы сейчас так уже не делаем. Тогда что мы можем сделать? Мы можем усложнить, и начинаются какие-то деталировки. Начинаются дополнительные оборки, складки, вышивки, какие-то галстучки, элементы. Вот сейчас это лента Твилли, да, она съемная, но именно рубашка Майя с Нового года будет продаваться именно с галстуком. Я хочу, чтобы потребитель не выбирал, возьму, не возьму, а брал и носил. И смело стилизовал. И смело стилизовал, потому что я так это купила, да, то есть для них, чтобы это было галочкой, можно, потому что так это продается, да. Для многих это, кстати, важно. Вот, такое одобрение. И я, как человек, который до этого не учился стилю, да, я обучился у тебя, для меня, я не знала, а так можно или нет. И если брюки продаются с этим поясом, то, наверное, нужно носить только так и никак иначе.